Дорогие друзья, всех приветствую. Посмотрите у нас что с Мархой. Вот. У нее виден вот этот огромный шрам. У нее вот весь шрам, такая стоит пластина здесь на ноге. Кость напополам сломалась. Потом здесь была сломана, здесь уже зажили. Я ее лечил, в общем. Но вот это вот у нас... Сейчас скажу, как все произошло. Аккуратненько, кушай. Кушай, аккуратно. На. Вот молодец, эти мои маленькие. Идем сюда, идем. С ним как с маленьким ребенком. Главное, чтобы она энтерит еще не подхватила. Так, нас видно, нас не видно. Так, ладно. Неудобно, просто некому снимать. Давай подальше отсядем, давай. Идем сюда, идем. Вот, молодец. Вот так видно будет, да? Вот у нас B12 сейчас витаминчик. Сейчас вколем ей. Идем сюда. Да, вот у нее такой воротник стоит. Маленькая моя. Все, вылечим тебя. Да, вылечим тебя. Вот молодец. Все, умница, умница. Вот B12, приходится самому все делать здесь, но это ничего страшного. Так, блин, ладно. Вот это кальций-глюконат. B12, кальций-глюконат и вечером антибиотик. И хондропротектор еще вечером. Купил ей корм специальный для нее послеоперационный. Видите, у нее тут прям вообще все выбрали, все. Ей тут еще подгнивает, у нее надо пообрабатывать хлоргексидином. Маленькая, все вытерпела, да, моя малышка, молодец, умница. Умница. Вот воротничок одели, чтобы не снимала швы, да? Швы не снимала. В общем, как получилось? Сначала она повредила месяц назад лапку. Я улетел, отвез щенков в Турцию, прилетел, она все здесь была, еще хромала. Потом, в общем, мы ее отсадили. Так, все хорошо, кальций. Мы ее, вот тут игла потолще, поэтому тяжело что-то ходила. Мы ее отсадили, и она была все, уже начала заживать через недельку, бегать, носиться, все хорошо. Ну все, уже вставать на лапку, я даже ее здесь выпускал, она у меня в леску гуляла, прибегала. И зашли в вольер. Момент, она опять ко мне потянулась, сидит одна, очень скучает. Залезла на вот эту штуку, которой, куда ложить корм, куда, ну высота небольшая, вот такая где-то, там полметра. Ну, волчата могут прыгать там с метра, с полтора, ничего не будет, у них крепкие кости. А тут, получается, она залезла на нее, начала спрыгивать, косточка просто вот так, ну, напополам. Я этого не заметил сначала, естественно. Ну, она на 3 дня ушла в себя, опять ей плохо, я думал, опять эта ранка у нее повредилась. Ну и все, до этого, кстати, я ездил на рентген, была вот эта только трещина, ну не трещина, а прям перелом, тоже говорили, операция нужна. Но видите, без операции она зажила. Здесь, получается, вот так опять происходит, она прыгает вот с такой высоты и ломает себе кость. Я об этом не знаю. 3 дня ее купил хондропротекторы, купил обезболивающее, начал ей давать, и она начала поправляться, уже лучше себя чувствовала, уже начала бегать, но лапа также вот висела. Может 4 дня, я не знаю, сколько я давал. Все, маленькая, все, больно, да, больно, опухло. Ну и все, я решил ее повторно, думаю, что-то здесь, ну прям предчувствие какое-то. Поехал повторно уже в ту клинику, где у нас энтеритные волчата лечатся. В ту клинику, сейчас там Муром Гуччи находится у нас. Повез туда, сделали вот так вот на снимке, я вам сейчас сюда вставлю, послушайте, посмотрите. Память, правда, закончилась на телефоне, много не поснимал. Ну и все, естественно, ее оперировать, на операцию. Целый там, ну, достаточно она пробыла времени. Считайте, с 12 и 8 вечера только я ее забрал. Что это? Ну, в общем, спросил у врача, она говорит, очень хрупкие, как у курочки, просто очень хрупкие кости. С чем это связано? Конечно, какие-то оправдания, еще что-то, да, я не... Вся вина только может на мне лежать. Я не досмотрел, я не уследил, мне надо было 100% подавать им кальций глюконата вот этого.
Но у меня никогда такого не было, чтобы волчата вот с такой высоты ломали напополам себе ноги. Ну, не было. Вот акельны также прыгают, даже выше, носятся, прыгают. Им ничего вообще нет, вообще ничего. А это вот так вот. И думаю, ну что ж такое, я даже и не ожидал, что она так могла сломать вот с такой высоты. Но еще грешим на то, что их же забрали в 2 недели, там может раньше, и их раз в день кормили, когда у них должно было 5-6 раз по 3 часа, по 4 кормить их в день волчат. А их кормили раз в день, их кормили там, как мне сказали, консервами какими-то там каши, когда им вообще нельзя в таком возрасте никаких каш, ни консерв и тому подобное. Ну, в общем, тем более никакой молочки у них не было, как у меня здесь козье молоко. Все, малышка. И это тоже очень сильно ослабило. Плюс они подхватили тут бактерию. Я забрал с того места, где уже бактерия очень сильно, где с ее помета только 2 щенка выжило. 2 или 3, все остальные там 3-4 щенка не погибли от энтерита. Поэтому она уже была завирусена. Ну, возможно, все это до кучи как-то дало вот этот сбой. Ну что ты, мама? Что ты? А? Маленькая, что ты? Что ты? Кушать хочешь? И все, вот это все дало сбой, и вот она у нас тогда. Сейчас укрепляем вот это хондропротекторы, которые купил, очень хорошие. Она вот эту кость за 3 дня, она просто слиплась уже, говорит. Поэтому мы продолжаем давать хондропротекторы, B12, глюконат, вот этот кальций колоть. Корм специальный, увеличенный под кальций, греча, она на диетке небольшой сейчас. И, в общем, я думаю, через неделю она уже будет скакать, да? Через неделю будет скакать. Ей поставили пластину. Так как спицы, она сказала, что не вариант им ставить. Объясню почему, потому что они расшатаются и, говорит, вообще может никогда не зажить. У нее там просто раздроблено все было. Это настолько хрупкое, как она мне сказала, Виктория Владимировна, что ну, очень слабые косточки у нее, поэтому будем сейчас ей кости укреплять, увеличивать ее жизнеспособность, она очень активная. Самое важное нам сейчас не занести ей энтерит, потому что волчата энтеритные, все энтеритное, у нас еще большая беда здесь случилась. В общем, на бусте я это все показал, рассказал, там буквально ролик минутный. Кому интересно, там переходите, смотрите. Но здесь я не могу рассказать. Еще, дорогие друзья, чтобы какую-то информацию знать, вот этот ролик, он через месяц примерно выйдет на YouTube. Я его снимаю, сегодня у нас, вот 5 августа я сделал операцию, 6 августа. И, ну, не знаю, когда этот ролик выйдет, плюс-минус сейчас попробую поторопить все события. У меня роликов очень много заснято. Хотите знать информацию полностью? И у нас сейчас с Ютубом такая беда, просто загружай видео с сутками. Вот поставил загрузку, оно просто целый день загружается, там 30% загрузилось. Ну невозможно грузить видео. Поэтому какие-то новости, какие-то события, дорогие друзья, все в телеграм-канал. В телеграм-канале все будет оперативно, понятно, какие-то новости, фотографии. Как говорится, не поскудитесь, зайдите в телеграм-канал, подпишитесь. У нас там действует хоть монетизация, хоть какая, ну небольшая, но она действует. Если в Ютубе у нас нет никакой монетизации, у нас здесь не с чего, да, какие-то средства брать, то на Телеграме у нас есть монетизация, и за ваш просто подписку и просмотр у нас какие-то копейки будут капать. Поэтому, кому интересно, кто хочет поддержать так проект, у кого нет средств, кто не может там на Бусти подписаться за 100 рублей, кто не может на Лакшери за 300 рублей в месяц подписаться, может подписаться бесплатно на телеграм-канал и спокойно знать всю информацию, не писать там 1000 сообщений всяких непонятных под комментарии, вопросы все сразу будут отпадать, потому что там вся информация, и она сразу вот произошло, заснято, выставлено, потому что очень удобно, оперативно. В YouTube это надо отредактировать пару часов видео, потом его загрузить, потом его оптимизировать, потом придумать название, потом придумать превьюху эту всю. Ну, это большая работа на YouTube, так как здесь средств никаких нету. Ну, конечно, буду по максимуму так выставлять, все делать, но поддержка, вдруг, представляете, у нас как-то обломится, у нас в России сейчас очень много таких запретов, и обломится у нас этот YouTube, как Instagram, например, да, и вы потеряете контакты или будете спрашивать, где, что, как, что, почему. Вот у нас есть телеграм-канал,
Ссылочка, дорогие друзья, в описании. Здесь еще скриншот поставлю. Вы можете навести по QR-коду и найти наш телеграм-канал. Он просто называется Black Canadian Wolf, так же как и называется у нас канал на YouTube. Очень просто нас найти. Так, здесь кровушка пошла. Ничего, вот она скучает за мной, она вообще скучала, она прям, считайте, сидит, растет без все детство, вот так у нее сейчас. В общем, всем огромное спасибо за подписку, кто подпишется. Будем делать розыгрыши, будем делать, сейчас у нас розыгрыш по имени идет, поэтому 1000 рублей BCW, 5000 на лакши. Также, если у нас 20 тысяч будет подписчиков, добьем 20 тысяч, то я разыграю iPhone. Возьмем у нас, подпишется 20 тысяч человек, какая-то сумма, понятно, там может 1020 упадет. Ну, если там будут у нас просмотры по 10-15 тысяч, то 1020 упадет сверху, и можно будет за пару месяцев мне накопить на телефон и разыграть телефон. Почему нет? Можно среди подписчиков разыграть телефон. Поэтому подписывайтесь, Telegram, какие-то новости, какие-то действия, все там, в общем. Кто-то за границей, может, не может как-то поддержать. Там вся информация, там все можно это сделать. Поэтому всем огромное спасибо. Что, давай попробуем корма поесть? А? Марк? Марк, на. Тебя сучек кормить, а? Марк, на. Ты чего? А? Ты чего? Давай. На. Не хочешь? На, кушай. Дай немножечко. Да. Ничего, поправишься. Антибиотик вечером, еще обезбол дам вечером тебе, чтобы у тебя ничего тут не болело. И еще дам хондропротекторы, очень сильная вещь. Ну, надеюсь, видео это видит у нас. Сейчас на Telegram, кстати, все это сейчас поснимаю, покажу. Все, дорогие друзья, всем спасибо, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. Жму крепко руку и обнимаю.